Строительство больницы в Ткварчале началось еще в 2017 году и должно было завершиться спустя 2 года, но работы все еще продолжаются. Объект пока не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день строительство медучреждения идет к завершению. В мае планируется сдать основной вспомогательный корпуса, где будут располагаться станция скорой помощи, морг и прачечная. Персонал, который работал, он и переходит сюда, но мы будем еще добавлять штаты. Укомплектовывать? Да, укомплектовывать будем дальше. А где вы будете их укомплектовать? Это в здании. Нам глава администрации поможет в этом. А люди-то откуда? У нас есть, кого мы можем, да, трудоустраивать. Есть доктора местные, Ткварчальские, с района, есть из близлежащих районов, Очамчирский, Гальский район. Кстати говоря, эта больница планируется для оказания медицинской помощи, в том числе жителям этих районов. Фактически зональная получается больница второго уровня. Все условия для этого есть. Да и сейчас я могу сказать, что более 3500 обращений в приемное отделение Ткварчальской больницы, даже в условиях работы временного пребывания в корпусе, в основном это не только жители района, но и близлежащих. Да, совершенно верно. Ткварчал российскую делегацию сопровождали вице-премьер-министр экономики Кристина Узган, министр здравоохранения Томас Сахнаки, глава администрации Ткварчалского района Исидор Доче. Они рассказали о том, какие работы идут на объекте в данное время. Тут будут представлены все необходимые кабинеты специалистов, можем продемонстрировать лабораторию. Биохимическая и клиническая. Далее российская делегация посетила Ткварчалскую ГРЭС, от которой протягиваются воздушные линии Ачгуары. Как отметил главный инженер Черноморэнерго Тимур Катце, подстанция и сети, исходящие от нее, находятся в критическом состоянии и нуждаются в ремонте и замене. Далее гости посетили тепличное хозяйство Кындык Агро по выращиванию томатов и огурцов. Оно было открыто в 2017 году по программе льготного кредитования. Общая площадь участка составляет 16 гектаров, а теплиц 4. Овощи здесь планировали выращивать с февраля по ноябрь и получать до 50 килограммов за одну посадку. Но выходит только 17. Всему виной ряд нерешенных технологических вопросов. Сейчас главное произвести вот эту реконструкцию. Это небольшие деньги. А что требует реконструкции? Это растворный узел, более правильный, современный поставить. Это первый вопрос. Заменить капельные линии, потому что из-за того, что применяется эта технология, которая применяется, вот приводит к сильному, видите, кальцинации. Закальцируются капельные линии, из-за этого да, и качество полива ухудшается. Из-за этого вот появляются вот эти желтые позиции, которые болезненные. Давайте отметим, что дополнительное финансирование, часть инвестиций вы готовы вложить сами, порядка 16 миллионов. Надо дополнительно. Для того, чтобы нам перезапустить и тепличный комплекс и провести модернизацию, речь идет порядка 40 миллионов. При этом мы порядка 12 миллионов планируем сами вложиться и порядка 30 миллионов, получается, дофинансировать. А общее тело кредита какое? Общее тело кредита 250 миллионов. И мы собственных средств вложили порядка 150 миллионов уже. И 250 надо реструктуризировать. Но учитывая ту технологию, которая здесь применяется, мы планируем увеличить срок реструктуризации где-то на 7-8 лет. На этом рабочий визит заместителя министра экономического развития Сергея Назарова в Абхазии завершился. Гугуса Вардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.